В прямом эфире «Чеченской вести» я, Рамзан Абуев, и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум, чем запомнится среда, 18 февраля. Прекрасная сунна. رمضان بتشعين يوصل فرض عمل خوصي إتوزدال درجة سوي عقش اشتياز خنيوين. Фонд Кадырова провел очередную благотворительную акцию. Сила в единстве. Чеченский народ не оставляет в беде своего человека. Многомиллионный долг Рустама Раисова погашен благодаря народной поддержке. Инвестиции в таланты. У детей очень большой интерес к занятиям. В Серноводске после капитального ремонта открыли детскую школу искусств. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова провел благотворительную акцию. Денежные средства в первую очередь распределили нуждающимся семьям во всех муниципалитетах. Слова признательности за поддержку звучали от каждого. Об акции добра Турпалали Тайсумов. Наступление священного месяца Рамадан ознаменовалось не только религиозными обрядами. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова провел очередную благотворительную акцию в честь этого важного события. По решению президента фонда Аймани Енисеевны денежную поддержку получили малоимущие жители всех районов, включая высокогорные и самые отдаленные. Всего роздано около 265 миллионов рублей. Волонтеры передавали конверты со средствами прямо в руки нуждающихся жителей. В этот непростой период, когда необходимо держать пост и покупать еду на разговение и ифтар, рука помощи протянута очень вовремя. أحمد عجين دي رمضان عجين دي مدوق خلوص يخسر هذا إيش صار بعد مختل وبعد مختل مصون دي دولة. Наша съемочная группа побывала на благотворительном мероприятии в Серноводском районе. Здешние жители также получили конверты со средствами для решения различных нужд. Они выразили слова благодарности в адрес Аймани Енисеевны и главы региона Рамзана Кадырова, поздравив с наступлением месяца Рамадан. صوت موضات صار ناخذ ديش غدق صار ديريس خيو صار رمضان تنان أيماني مسوا دار مارخي بتقابة داستا دار مبشل ليل صار دار ساق دويل دا إيتن ساق دار ملياز دويل صار. Поддержка регулярна и проходит в любое время, вне зависимости от места. Визит людей с целью передать средства всегда оставляет теплые впечатления. وی پچای داسا دوی چنین امانو داسا دوی خودش مارخی باتنتیر دقلی چنتی داش ساب دقوب دشتاخ القنخ دوزم رئیس خیلق زردشتو وقتوی دقم دویس تخونج او поддержка юис دالشاد شيد يحدوي لق زمل ديشتغا от Ахмат Хаджи фонд дешдега Айманис дешдега термосу двизоху иштого дешмасана дерес хилтан да мэляз дойлизинде.
Жителей, оказавшихся в трудной ситуации, не оставляют один на один с проблемами. Руководство региона помогает часто и разносторонне. В такой важный для всех мусульман период оказывать поддержку людям особенно ценно. Благотворительный фонд регулярно приходит с подарками для тех, кто в этом нуждается. Турпа Лолита Исумов, Ислам Ибрагимов, Вести, Чеченская Республика. По поручению министра по делам молодежи Рамзана Висмурадова стартовала ежегодная благотворительная акция «Ифтар в дороге» при поддержке регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджикадырова. За полчаса до наступления времени разговения волонтеры вышли на оживленные улицы. Для тех, кто не успевал домой к вечернему азану, раздали воду и финики. Эти продукты являются наиболее желательными для того, чтобы открыть пост. Акция продлится до конца Рамадана. По поручению министра Чеченской Республики по делам молодежи Рамзана Абузайдовича Висмурадова в каждом году запущена акция «Ифтар дороги». Акцию финансирует региональный общественный фонд имени Ахмата Абдулхабиновича Кадырова Далгазат Обулдойлцун, за что мы благодарны главе Чеченской Республики, Герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову за постоянную поддержку и внимание. И также эта акция, как и всегда, будет проводиться до конца месяца Рамадан. Штурм, укрепление, жесткая оборона, ювелирная работа по целям. Бойцы батальона «Юг Ахмат» диктуют противнику свои условия ведения боевых действий. Под командованием Мусы Иблаева личный состав подразделений с честью выполняет оперативно-боевые задачи в зоне СВО. Они всегда там, где нужна только победа. Залог успеха – передовое оснащение и грамотная тактика. О батальоне, для которого нет невыполнимых задач, в репортаже Медины Мударовой. Подбил, красавчик! Прямо в яблочко. Это результат работы группы операторов беспилотно-летательных аппаратов батальона «Юг Ахмат» Министерства обороны страны под командованием Мусы Иблаева. Полная бдительность и готовность противостоять любому вражескому вмешательству сопровождает бойцов сводного отряда. На их счету десятки единиц уничтоженной вражеской техники и сотню живой силы. ويدعو مفتاح حالك عم نقول أقولش ده موخ ده وي يوحنا إسبانيا كحاول يوضع توتين حاجة مثلا نكدا ده هو خيوتشك له سولايو ده том тогда без этого шо известно. Каждый день здесь – это отточенная работа, плановые выходы, тактические учения, отработка и взаимодействие с соседними подразделениями. Бойцы действуют четко и согласованно. Сегодня беспилотным летательным аппаратам отводится едва ли не решающая роль. Дроны отлично подходят не только для разведки на местности, корректировки огня, но и непосредственно удара. Причем такая работа ведется как с нашей стороны, так и врага. Когда ты поднимаешь, снимаешь, смотришь, можно посмотреть местность, кто близко приходит, не приходит. И когда ты узнаешь, что рядом, если есть противник, видно, если нет, тоже видно. Вот спокойно бывает. За 3 года участия в операциях личный состав батальона зарекомендовал себя как слаженное соединение. Он обеспечен всем необходимым в полном объеме, включая продовольствие, боеприпасы и медикаменты. Уничтожать технические средства врага не составляет труда. Основная цель батальона «Юг Ахмат» – это борьба с нацизмом, защита религиозных ценностей, традиций и обычаев. Уже 3 года подразделение принимает участие в специальной военной операции и сохраняет готовность и далее выполнять поставленные задачи. Формирование, развитие и ежедневная работа батальона строится на принципах высокой дисциплины и сплоченности личного состава. Командир Муса Иблаев рассказал об особенностях боевой подготовки бойцов и моральном духе. Как было в самом начале настрой. Ничего не изменилось, только наоборот окрепли, осмелели, больше опыта, больше знаний. Сперва, когда только началась, скажем так, специальная военная операция, у всех опыта было мало. Но сейчас уже набрались опыта. Уже матерые волки знают, как воевать, как противника уничтожать, как держать оборону. Батальон формировался на базе военно-патриотического клуба «Ахмат Биной». Многие бойцы пришли в подразделение именно оттуда. Боевая подготовка организована на собственной базе. У подразделения имеется отдельный полигон. На нем бойцы проходят комплексные курсы, огневую и снайперскую подготовку, управление беспилотниками, инженерную подготовку и тактическую медицину.
Участие в таких сложных задачах требует не только хорошей физической подготовки, но и высокой моральной устойчивости, признается Зелимхан Солтгириев. С самого начала специальной военной операции он выполнял одну из ключевых задач – водительское сопровождение колонн, перевозка продовольствия и боеприпасов. Во время выполнения одного из заданий мужчина вместе с товарищами попал под удар беспилотника и получил ранение. После успешной реабилитации Зелимхан снова в строю. Он отмечен государственными и ведомственными наградами. Еще один герой Зубайра Хайдарханов несет службу на передовых позициях, где постоянную угрозу представляют ударные дроны. Несмотря на это, боевой дух и решимость бойцов остаются непоколебимыми. Sen rocher doch na ostrer doch as shisho do so tiga wala commander diku yishuma mosubay privasteg ayusteg ya amsteg shadeg kumlato shtutach tron etsa träg eldolum khoshta khayv zadaч khoshi chandal doktor taatrum проблемы шундас шамел долум лато штутон. Семья – это то, ради чего военнослужащие возвращаются домой. Надежный тыл и теплое место, где тебя всегда примут, поймут и поддержат. Родители ждут и гордятся. Их любовь и вера дает силу каждому шагу на службе. Роза Сайдулаева, мать Зубайра, потеряла первого сына еще в 2005 году при исполнении служебного долга. Сегодня с гордостью рассказывает, что второй продолжает дело защиты Родины. Исмаил Бош, ашу ищи в Украине, а самарищи канту, так шине мерищи кантибу, дел цермасер дозал духас, ах ишт шейсинах дуак делен ишт табахнах иш береги ишт цабаш мацавол. С начала специальной военной операции бойцы из Чеченской Республики принимают самое активное участие в данном конфликте. За их плечами большое количество освобожденных населенных пунктов, мирных жителей и ликвидированных противников. Они продолжают находиться на передовой, защищают рубежи Родины и искореняют неофашизм. Медина Мударова, Седемин Мусаев и Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. В Грозном состоялось награждение сотрудников СМИ и пресс-служб региональных министерств и муниципалитетов. Церемония прошла на ЧГТРК «Грозный». Вице-премьер-министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев высоко оценил работу журналистов и представителей пресс-служб, обеспечивающих качественное информационное освещение. В общем, республика, любое направление, среди всех субъектов, лидеров, по, не знаю, качеству дорог, по благоустройству, по каким-то другим параметрам, Моссу регион шел халаю республики. Одно из направлений это освещение национальных проектов. Национальные проекты, туда входят практически все. И весь этот комплексный вот этот процесс работы освещать, это тоже большая работа, трудоемкая. Функцион Болбешил, массу организаций швы республики, министерство Хардик Болбеш Буйхайвайнестия. В торжественной обстановке Ахмед Дудаев вручил благодарственные письма за эффективную работу по доведению информации о национальных проектах сотрудникам пресс-служб и журналистам, в числе которых шеф-редактор службы радиовещания Иман Ларсанова и корреспондент тематической редакции Марина Бистаева. За активный вклад в освещение хода реализации национальных проектов на территории Чеченской Республики по итогам 2025 года благодарственными письмами награждаются Ларсанова Иман Исаевна, шеф-редактор службы радиовещания ВГТРК «Война». Бистаева Марина Личаевна, корреспондент группы подготовки тематических программ ВГТРК «Война». Обновленный зрительный зал, светлые классы, современное хореографическое отделение в Серноводске после капитального ремонта распахнуло двери детской школы искусств. Юные таланты уже приступили к занятиям по музыкальному, театральному и хоровому направлению. О больших переменах в следующем репортаже.
Аниса Асламбекова пробует свои возможности по валянию из шерсти на уроке. Руководителем она начала интересоваться с 8 лет и теперь оттачивает мастерство вместе с другими детьми под присмотром педагога. Мы делаем чеченский орнамент. Мне понравилось это занятие, потому что здесь делают поделки из бисера, из чего угодно. Все занятия проходят в детской школе искусств города Серноводск. После капитального ремонта в рамках нацпроекта «Семья» ее открытие посетили почетные гости. Объект принесет большую пользу для молодых ребят, которые интересуются музыкой, хореографией. يركض ييتنا سنة تاكا وي قوم دو حلي باتش أحمد حدا غاز وقبل دوت تنسرخ يلفون كيغل هو أي ما نيسينا ديليس هو لا سونا يردو تسجى خوري ونعمسو ديك نيح ونعمسو من يحا مسك شنا غديش خوري ونعيشتو الشكول يجا سادك يجا نيح نيح مسو من يحا ودا وقت ديش توتون دي تسغل أنا أورا كأتو قوچو Учреждение рассчитано на 200 мест. В нем смогут заниматься творчеством не только местные ребята, но и из близ находящихся населенных пунктов. Оборудование, инструменты и прочие необходимые материалы приобретены за счет общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, отметил в своей речи министр культуры субъекта Иса Ибрагимов. Başka Ahmet Hacı deşneşler diyor. Biz kültürü nati boşluğun. Ler diyor, hadi boşluğu dünyanın şu an. Vaysan kandan kültürler diyor. Dadat, yine dat. Dana ve mektas ona mosu avurdu ona. Hung astan ona mosu ministerstvu kulturen. Tetiden boş, hadi boşluğu. Da koşara ona. Sirnovodsk yapçıya ona, Novčiću ona, baleren. Dokkudu ona, milyarчка. Belşku inne связаны с культурой. Все хугойта, че в мехтас, на федеральной центре, на региональном уровне, бабьеш по болха культуры связанные болдона для качеlan da boyçkalar sundon kultur yeşkalar goy her busan da ona da haku yurtar bağır olsun da ona baydı yet takoşto çvar da ona koçu haliliter dok diye der hundaçı kalavalat sayıç deç pandırlık sayıç aka da inna da ona كولتور بلوي أدمي دقني أخول شبوك وشوي قيسة بيشتونا ويسمو دار ساعة وباسنا يوزا مسانا الله رزق. Гости открыли учреждение, осмотрели не только условия, в которых будут заниматься дети, но также увидели первые успехи на уроках. Они пожелали всем больших достижений и чтобы мечты стали реальностью. У детей очень большой интерес к занятиям. Многим уже знакомо это искусство. К примеру, обращение с кисточками. Наставники помогут им развить талант. Турпал Алита Исумов, Ислам Ибрагимов, Вести, Чеченская Республика. Видеоролик, мгновенно облетевший чеченский сегмент интернета, позволил всего за несколько дней собрать 22 миллиона для погашения долга Рустама Раисова. На призыв откликнулись тысячи людей, доказав, что чужой беды не бывает. Эта история вновь подтвердила простую истину: человеку нужен человек. О силе народного единства в репортаже Мадины Кураевой. Это видео разлетелось по мессенджерам за считанные минуты. Короткое обращение без лишних слов, без громких заявлений. Но за этими кадрами годы труда, бессонных ночей и попыток найти выход. Рустам Раисов сделал все, чтобы не доводить ситуацию до крайних мер. Он поэтапно погашал долг, искал компромиссы, договаривался. Однако обязательства не стали ждать. Время оказалось сильнее обстоятельств. إيميل خلدين دارا أغلوني عندها أقول يقي هرسينك تعا بروبليمو يجو يقي بروبليم شلش بايل نش غير نعبلش نخبو تاج إل يحيتر وتنايرسين سايبر ديش لا إيردولش تايتر. Более 10 лет Рустам занимался бизнесом. Несколько магазинов, стабильная работа, планы на развитие. Но пандемия и последующий кризис стали серьезным испытанием для малого предпринимательства. Сбой с поставками, падение спроса, рост издержек. Шаг за шагом ситуация усложнялась. Часть инвесторов пошла навстречу, другие потребовали возврата средств в кратчайшие сроки. Просто соцсеть за 3 дня 22 миллиона. Просто адам
Utstøy på adam årsaderna som indeter. Хотя сунга нохчи коммерш буй хибуй дала духма юан иш случай шата уже адмо привыкнуть мадой иш омшен. Но это хилага والله соцсетца у шни то что нохчи галга сюли телефончи ши диятса да кошигер хавицер да цара. Отсумна этсасон уггарсон хасхеттага ой qoма ой иштаборт хиларда цанс асплачонность цанс вот идея адам иш орцадол шхилар идерсига уггарса сон инзари дикрехтом дуяцо Allah рейс хол массана всегда мерлечон да диканс биекам бой. Изначально сумма долга составляла 49 миллионов рублей. За это время Рустаму удалось сократить ее на 22 миллиона. Он продал бизнес, имущество, все кроме дома, где живет семья. Когда и этого оказалось недостаточно, на продажу выставили и родной кров. Но даже времени на сделку не дали. Требования вернуть деньги звучали ежедневно. Сильнейший стресс сказался на здоровье. Несмотря на это, продолжал работать днем и ночью, не позволяя себе опустить руки. Состройки оболбешь, кефила тош, штукатуркиш, и цац белшдеш вол, бюсен цац перевозки, варный сло, самахуль таслел, чуамельвек тасавил воллар, но знаешь, что он нисса доллару, обратиться до дизель. Те, кто знает Рустама, говорят, когда у него была возможность, он сам прощал долги другим, помогал тем, кто оказался в трудной ситуации. Эти кадры, где он идет навстречу людям, жители распространили сами, как напоминание о его поступках. История не оставила равнодушным десятки тысяч человек. Поддержка пришла не только из родного региона, но и из соседних республик. Слова сочувствия, переводы, искренние сообщения. И всего за 3 дня удалось собрать необходимую сумму, чтобы закрыть критическую часть долга. أرتيش أوجر حلا بقش حي نشبو نير نشبو ويموت صهوش بول كرست نخ ليلا عدوتش نخيت شمواتسو شو موت صخاسون غودي درس بوش سوازي بيش غودي نخ بق مثلا الحق دولش ده ديريس خلي درس. Друзья и знакомые говорят о Рустаме как о человеке редкой доброты и трудолюбия. О том, кто привык рассчитывать прежде всего на себя, но никогда не отказывал в помощи другим. Семья признается, такой масштабной поддержки они не ожидали. Для них это стало не только финансовой помощью, но и моральной опорой, знаком того, что они не одни. دقح مداتر سون أطوخ وخر دقال ديل ريز خوي قناخن قلنا ده شديكن سبيقن بوقتن أرتع ميل واجن دع ميل دينجن تون خزدوش ميل اجن ديل ريز خوي. Сегодня Рустам продолжает работать. Часть долга еще остается. Но за помощью он обращался лишь на строго определенную сумму. Остальное, говорит, закроет самостоятельно, потому что ответственность прежде всего. Вот так чеченский народ не оставляет в беде своего человека. История Рустама – это доказательство того, что беда не делит нас, а наоборот объединяет. Когда одному тяжело, рядом оказываются десятки рук, готовых помочь. И в этом наша сила – в традициях, взаимовыручке, в уважении друг к другу, в памяти о том, что чужой боли не бывает. Мадина Кураева, Алисхан Кацулов, Вести, Чеченская Республика. Минздрав запустил чат-бот в мессенджере Макс для онлайн-записи к врачам. Жителям в один клик доступны запись к узким специалистам, оформление электронных больничных, просмотр расписания врачей и получение консультации. Сервисом уже активно пользуются. Через бот прошло более 10 тысяч записей. Минздрав планирует развивать платформу. Скоро появится функция дистанционного оформления добровольного согласия на медицинское вмешательство.
Министерство здравоохранения Чеченской Республики разработало чат-бот Макси, где рассматривались возможности расширения существующего функционала электронной регистратуры. Мы на сегодняшний день реализовали запись на прием к врачу, закрытие больничных и телемедицинские консультации. В планах разработать и доработать существующие методические рекомендации и функционал по подписанию договоров на добровольное информированное согласие и добровольное хирургическое вмешательство. Более 1000 судеб наших земляков, участников афганской войны, собранные под одной обложкой. В Грозном историк Муслим Мурдалов представил книгу «Чеченский призыв. Афганская война». Это итог многолетнего труда и архивных поисков. Репортаж Лейлы Муртазовой. Более 30 лет прошло с окончания афганской войны, но память о ее героях жива. Теперь жители республики смогут узнать самые яркие моменты истории этого периода в новой книге «Чеченский призыв». и халки техя чогаха остула бахотуна кидай бори вой эгондон кайдайда перше и цац больше нах так властно огош идейда он ахвекш. Она хранит в себе судьбу более 1000 мужчин, призванных из Чечено-Ингушетии. 100 из них навсегда остались в афганской земле. Более 500 были ранены. О каждом из них есть слово в этой книге. Каждая страница – это реальная история мужества, испытаний и подвига. Здесь хранятся фотографии, архивные документы и воспоминания ветеранов. Все, чтобы память о них жила и вдохновляла новые поколения. В зале собрались ветераны, родные, солдаты, те, кто неравнодушен к своим героям. Участники афганской войны, их друзья и близкие отметили о значимости книги. 18-летние ребята с достоинством прошли суровую школу афганской войны. В тяжелых климатических условиях, в горных местах ребята показали себя достойными воинами. Никогда ни один чеченец не опозорил республику. Ни один чеченец не сдался в плен. Ни один чеченец не бежал из поля боя. В рамках презентации состоялась церемония награждения, где были вручены медали за поддержку и вклад в развитие ветеранского движения, а также благодарственные письма ветеранам, руководителям различных организаций и всем причастным. Награждается Альтемиров Аббас Ильманович, ветеран войны в Афганистане. Данная работа – это результат многолетнего труда архивиста Муслима Мурдалова и председателя Совета ветеранов Афганистана Абдулхамида Уздарбиева, который сам служил в Шинданде. Книга была организована, начата 3 года назад. Мы собирали материалы по архивам, потом по газетным публикациям, журналам «Советский воин», «Красная звезда» и так далее. Грозненские рабочие, потому что в первую очередь шла разговор о участках Чечено-Ингушетии, поэтому потом мы работали с соцсетями, потому что там тоже были информации, связанные с некоторыми героями, погибшими и так далее. Вместе с ними разделила этот труд и директор Комитета семей воинов Отечества Чеченской Республики Жарадат Бугаева. Совместно они начали эту работу в Подольске. Так как я 2 ветерана афганской войны, у моего супруга была идея создать память такой афганцев, книгу. К сожалению, по болезни он не смог осуществить свою идею. И я дала слово, что я продолжу его инициативы и его желания. И, наконец-то нам удалось. Ездили даже по селам, по городам нашей республики. Даже в соседние республики мы ездили. И так мы собрали материалы. Первые экземпляры книги «Чеченский призыв» будут переданы семьям погибших в школьные музеи и в библиотеке республики. Лейла Муртазова, Алисхан Кацулов, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунтах Вайнаха в социальных платформах. Я Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только позитивные вести.